Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Прекрасный месяц мая у нас в республике богат на национальные праздники. День песни, День Сыйлыка и День якутского национального танца Асохой. С каждым годом география и формат проведения праздников, ставших визитной карточкой Якутии, расширяются, вовлекая все больше участников. Как будут отмечаться торжества на этот раз, мы сегодня и поговорим. Гости у нас в студии: Мария Турантаева, первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Мария Васильевна, а вот еще один праздник, да, не назвали. Сегодня-то, оказывается, Международный день музеев. Да, добрый день. У нас сегодня по всему миру отмечается Международный день музеев, с чем я поздравляю наших коллег, всех служителей, которые у нас сохраняют историю и память народа. И как раз через несколько минут у нас состоится вручение премии главы в области музейного дела. Ну, это мы дождемся уже тогда, осветим в новостях. А вот если мы говорим о трех последовательных днях: День песни, День Сыйлыка, День национального танца, в чем вот кроется такая последовательность и значимость? Это замечательные праздники, которые у нас издревле идут. И, конечно же, благодаря главе нашей республики Арсению Сергеевичу Николаеву эти дни стали у нас законными мероприятиями, законными праздниками. 21 числа, 21 мая мы ежегодно отмечаем День песни. Ну, конечно же, День песни, она всегда объединяет очень много людей. Как говорится, у нас в Якутии живет народ достаточно такой поющий, можно сказать. И, конечно же, объединяет свыше 25 тысяч исполнителей, которые у нас проживают по всей территории, по всей республике. И каждый месяц, точнее каждый год, именно 21 мая мы обширно отмечаем данное мероприятие. И в этом году также решили еще увеличить количество наших зрителей с помощью национальной вещательной компании «Саха». И как раз там будут онлайн-концерты будут проводиться, а также будут проводиться очень большое количество мероприятий и на местах, и в лусах и так далее. Так, хорошо, с Днем песни понятно. А вот в День Сыйлыка какие мероприятия будут проходить? Сыйлык, это один из таких самых теплых, самых таких добрых мероприятий, которые у нас проводятся. На самом деле наши бабушки, прабабушки в свое время, и деды, прадеды тоже выезжали в Сыйлыки. Это, конечно же, оно связано с крупнорогатым скотом и, конечно же, сельским хозяйством. И у нас данное мероприятие ежегодно также празднуется на достаточно высоком организационном уровне и достаточно обширно. И этот год тоже не исключение. В этом году мы 22 мая вместе с управлением культуры города Якутска, а также с Министерством сельского хозяйства, а также с Министерством спорта, с Министерством молодежи и с Министерством образования все будем отмечать на площади Орджоникидзе. У нас мероприятия начнутся с часу и продлятся они до 7 вечера. Конечно же, там будут мастер-классы, будет бойкая торговля, а также будет очень большой концерт деятелей культуры. Мария Васильевна, я могу ошибаться, но мне кажется, наверное, это было в День Сыйлыка, когда на одной из площадей города, там даже конкурсы организовывали, люди принимали участие, кто быстрее утку ощупает или рыбу почистит. Это оттуда, верно, да? Совершенно верно, и в этом году этот конкурс тоже актуальный. Кроме того, в этом году будут также чистить караси, также будут, конечно, щипать уток, а также будет очень много мастер-классов с Министерства образования. Вот у нас как раз собираются организовывать. И, конечно же, спортивные игры, это настольные игры, которые будут у нас организовывать Министерство спорта. И 25 мая, День Асохая. Что появилось нового в организации такого, казалось бы, традиционного праздника? Да, Асохая, конечно же, это наше все. Вот буквально в начале, когда в 2024 году мы впервые отмечали День Асохая, активно по всей республике принимало участие около 10 тысяч людей. Нынче это достигло цифры 15, более 15 тысяч человек будут принимать участие в рамках данного мероприятия. Кроме того, у нас состоится финал. У нас ежегодно проводится конкурс «Запевал Асохой», который вот среди молодежи проводится. И там у нас идут по двум направлениям. Первое – это профессионалы, а второе – это начинающие. И 23 мая, в эту субботу, как раз в парке культуры и отдыха нашего города Якутска, именно там есть пространство, аллея исполнителей Асохой, там как раз можно услышать и увидеть как раз-таки финалистов данного конкурса. Потом 25 числа, в понедельник, мы проведем торжественное собрание вокруг данного мероприятия. И, конечно же, объявим победителей. А у нас будет 2 гран-при. Это получается, где профессионалы, и второе, конечно же, это начинающие.
И потом данные победители будут иметь право выступать и быть запевалами непосредственно в самом празднике. Это у нас 25-го вечером в 17:00 будет сбор, и с 18:00 все на площади Республики соберемся и будем танцевать и петь осохой. И с именитыми запевалами как раз вот эти два победителя будут выступать наравне. Интересно, какой манерой исполнения надо выделиться победителю или финалисту? Там ведь суть такая, что начинают сначала петь то быстрее, потом то медленнее. Вот это уже зависит от самого мастерства исполнения и от особенностей, а также особенностей района. Там все как бы рассматривается, да, и, конечно же, те, кто начинает, им, наверное, будет более волнительно, но не менее волнительно, конечно же, продолжающим, потому что каждый раз, когда они принимают, молодежь, когда принимает участие в конкурсах, он всегда как бы старается осваивать и улучшать свое мастерство. Поэтому, мне кажется, будет очень интересно. А победителей прошлого года напомните? Ой, имена, к сожалению, не подскажу, но тем не менее ребята до сих пор занимаются и обучаются у нас в высших учебных заведениях. Но с каждым годом вот эти торжества, они же привлекают все больше и больше участников. Казалось бы, наверное, здесь можно поговорить еще и о каком-то туризме в наш регион. Да, у нас в последнее время, ну вообще, если так посмотреть, креативная экономика в целом, да, и в целом туризм, он, конечно же, очень тесно сопряжено и, конечно же, с культурой. И событийный туризм у нас очень сильно развивается. Вот можно рассказать про ЭСЭ Холонхо, который вот нынче летом будет достаточно актуальным. 4-5 июля всех ждем в Кобяйском районе, в село Кобяй. Там у нас как раз-таки будет проводиться национальный праздник ЭСЭ Холонхо, который ежегодно собирает свыше 15 тысяч человек. И как раз-таки там, вот насколько я знаю, многие наши вот друзья и вообще любители вообще всего вот таких вот праздников, они как раз-таки специально оформляют отпуск, чтобы посетить вот непосредственно вот такие вот мероприятия. И это очень как бы потрясно, потому что, насколько я помню, вот когда мы делали ЭСЭ Холонхо, например, в Аймаконе, там прямо семьи вот летели с нами вместе и специально получали, ну, как бы отпуск оформляли, и даже отпускные, имеется в виду проездные и так далее, использовали для того, чтобы посетить ЭСЭХ. Поэтому такое вот на самом деле очень активно развивается. Потом, как я уже говорила, сегодня Международный день музеев, и музеи являются как раз-таки теми точками притяжения, куда, например, каждый человек, который приезжает в тот или иной район или улус, он первым делом идет куда? Конечно же, в музей. В краеведческий. Обязательно. И в краеведческих музеях, и в школьных музеях, где он может увидеть, конечно же, историю, конечно же, вот про выдающихся людей и вообще знаменательные точки, которые вот может рассказать вообще о своем родном районе и Лусе, конечно же, наш музей. А вот о Кобяйском районе, ну, туда ведь только авиасообщением можно будет добраться? Нет. Нет, не только? Да, можно по дороге. Всего 400 километров. У нас получается до Асама это у нас асфальт, а там дальше грунтовка. Дорога достаточно хорошая, можно спокойно доехать. Ну что ж, я думаю, что зрители для себя выводы сделают. Возможно, выделятся дни, а может быть даже и проезд действительно на работе, Да, чтобы конечно. посетить большой праздник. Ну да, давайте поговорим с вами о музеях. В начале интервью вы отметили, что будет награждение. Что за мероприятие? У нас сегодня одно из таких важных мероприятий. Мы, конечно же, будем отмечать 3 главных победителей. Это, естественно, лучший музей, который вот будет, ну, получит премию, да, а потом лучшего работника музея и, конечно же, лучшего мецената. Меценат, который как раз-таки вкладывает в развитие музейного дела, и мы имена знаем, и вот очень трепетно, что через несколько минут мы огласим весь полный список. Нынче у нас вот будет проводиться на Кирова 9 в Национальном художественном музее. И со следующего года планируем его делать кочевым, то есть будем плавно переносить еще и в другие музеи для того, чтобы осветить. А вот по поводу ЭСЭХа, если праздник Аланхо, он состоится, напомните еще раз, пожалуйста, даты. 4-5 июля. Июля в Кобяйском районе. Да. Про ЭСЭХ Туймады мы можем с вами тоже поговорить. Да, ЭСЭХ Туймады у нас традиционно отмечается последние выходные июня. Это у нас в этом году попадает 27-28 июня. Конечно же, он по масштабам это главный ЭСЭХ, это полностью республиканский ЭСЭХ, который как раз-таки будет собирать не менее 200 тысяч человек. Ну, ежегодно практически собираются.
И в этом году у нас в рамках Исыха Туймада запланирован пленэр академиков Российской академии художеств. Как раз таки должны приехать у нас художники, академики РАХ, которые должны запечатлеть Исых Туймада. Я думаю, что это тоже будет достаточно таким историческим событием. Ну, то есть получается, что если у туристов не получается добраться в Кабяй, то хотя бы приезжайте в Якутск. Конечно. Но за колоритом все-таки следует отправляться в глубинку для того, чтобы полностью прочувствовать праздник. Кроме того, у нас начиная с 12 июня начнутся исыхи по всей республике. Это во всех муниципальных районах. Юбилейные исыхи будут проводиться. Вот один из таких крупных юбилейных исыхов у нас будет проводиться в Сунтарском Улусе, например. Да? Туда тоже могут поехать, например, с 19 по 21 июня. И много-много таких достаточно хороших крупных исыхов у нас проводятся по всей республике. Ну, тогда в завершение, какое приглашение или, может быть, даже напутственное слово вы хотели бы сказать жителям и гостям республики вот в преддверии таких замечательных праздничных дней? Да, ну, во-первых, всех поздравляем с майскими праздниками и замечательными теплыми деньками, которые вот у нас наступают. И, конечно же, наши мероприятия, наши праздники, которые вот хранят в себе и традиции, а также культуру. Конечно же, то, что они вот имеют определенный свой день, это очень важно. И, конечно же, 21, 22, 25 числа мы всех ждем на все наши мероприятия. 21 мы все будем петь хором, можно сказать, да, а 22 будем все кушать уток, а также посещать вот наши крупные мероприятия. И 25 мая все вместе дружненько выйдем петь осохой. Ну, получается, наверное, ни в одном регионе России не любят настолько сильно месяц май, как у нас в Якутии. Да, один из таких насыщенных, мы даже его у себя в Министерстве культуры назвали культурным маем. Каждый год у нас май насыщен очень многими такими событиями. Это действительно так. Мария Васильевна, большое спасибо, что нашли для нас время, пришли, поделились интересной информацией. Приходите к нам еще. Спасибо большое. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.